Учебное заведение активно сотрудничает с районами Башкирского Зауралья по разным аспектам жизни региона. Участвует в разработке среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья. Конкретно с Зианчуринским районом есть опыт совместной работы по проектам кредитной кооперации и развития овцеводства. Сплав науки и практики дает хорошие результаты, отметили участники круглого стола. У нас давнишние наши именно рабочие такие связи. Мы еще с институтом сотрудничаем с 2011 года. Мы совместно с институтом разработали две муниципальные программы, одна из которых сегодня уже успешно реализовывается. Это, может быть, там слышали, именно создание овцеводского кластера именно на базе МУСП-МАЭК Зианчуринского района. Сегодня этот проект мы реализовываем и еще дальше его продолжаем развивать. Сегодня именно мы нуждаемся еще и в помощи, именно как ученых, в теории, потому что сегодня создание кооперативов прежде всего предусматривает разъяснение населению именно и юридической основой создания, и выгодности, и его приоритетности. Поэтому здесь, конечно, я считаю, что нужна именно помощь наших ученых. Башкирское Зауралье считается сельскохозяйственным регионом. Коллективных хозяйств здесь осталось очень мало, а для жителей сельских поселений основным источником дохода являются личные и подсобные хозяйства. Поэтому кооперативы нужны прежде всего для того, чтобы у селян были занятость и дополнительные доходы, отметил глава администрации Зианчуринского района Альфарис Байчурин. Наиболее целесообразными и востребованными видами кооперации в районе являются животноводство, растениеводство, организация закупа молока и его сбыт. Сегодня большая часть населения ведут индивидуальное личное подсобное хозяйство, и здесь появляются отдельные проблемы, вопросы, касающиеся это сбыта продукции, это цены продукции, это и качество продукции. Поэтому объединение именно мелких товаропроизводителей, единый кооператив, даст возможность именно решить вот эти наболевшие проблемы. В первую очередь, конечно, по реализации по выгодным ценам. Конечно, прежде всего, мы сельский район, поэтому у нас они будут сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Ну и я думаю, что при этом мы предусматриваем варианты сельскохозяйственных производственных кооперативов. То есть оба варианта, они у нас будут работать. Круглый стол – это прежде всего площадка для обмена положительным опытом. Руководитель потребительского кооператива «Буранбай» из Баймакского района Фредаус Алтынбаева, пожалуй, одна из первых в районе поняла об эффективности объединения сельхозпроизводителей в кооперативы. Колхозов, совхозов сейчас не стало, будем говорить, более крупная организация, а на местах создавались маленькие крестьянские фермерские хозяйства. И в нынешний этот кризисный период, я думаю, необходимо фермерским хозяйствам выживать самому тяжело, и необходимо их объединять. Это именно в сельском хозяйстве. Почему? Потому что если одно небольшое крестьянское фермерское хозяйство не в состоянии, например, купить комбайн, а можно было объединиться, обща купить один комбайн, трактор и вместе сеять. Я являюсь руководителем потребительского кооператива «Буранбай», который создан был еще в 2012 году. В 2015 году получили грант. Работа с самого начала, я бы не сказал, что была тяжелая. Но, тем не менее, кое-какие успехи есть. Если в самом начале кооператив был, членом кооператива являлись 5 физических лиц, то далее к нам вошли также 10 крестьянских фермерских хозяйств и более 30 личные подсобные хозяйства. Не секрет, что российское село сегодня переживает не лучшие времена, и в данном случае сельхозкооперация может стать одним из локомотивов для развития агропромышленного комплекса. Данная идея поддерживается и главой республики. Недавно в одном из интервью Рустем Хамитов рассказал о перспективах развития кооперативного движения в регионе. По его словам, в настоящее время кооперация является мировым трендом. Глава региона отметил, что ее развитие в агропромышленном комплексе позволит создать новые рабочие места и нормализовать ситуацию на селе. Ну а Сибайский институт будет оказывать консультативную помощь в составлении бизнес-проектов, в оформлении документов на грантовую поддержку, а также ведении разъяснительной работы среди жителей района на тему сельхозкооперации. А в Институте региональных исследований создан специальный отдел по взаимодействию с местными муниципалитетами. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.